Друзья, всем привет! Вы смотрите на SDI подкаст пока что в таком не самом расширенном формате, но у нас одно кресло свободно, а это, скорее всего, значит, что мы его заполним. А пока что в студии у нас находится глава Лиги Найза Нурбек Карабала. Нурбек, приветствую. Всем привет. Че, как смотрели? Еще хотел Сулу представить. Да. Сулу, что представить? Вы все знают, в красной футболке Сулу сидит. наш боец KZ в красной футболке. Бонжорно. Но сегодня не в шортах. Начнем с UFC 303. Не, реально, когда ты в шортах, ты помолодее выглядишь. Сейчас ты как, видишь, Агашка пришел. Ну, Аташка, наверное, скорее. Аташка. Аташка будет правильно сказать. UFC 303. Смотрели? Смотрели, знаешь, но не все бои. Начал... Кстати, вот по Телбота ты говорил, да, мне? Крутой пацан. Вообще, такой персонаж. Мне кажется, это находка реально для UFC, и мне кажется, им займутся вот типа наподобие, как уже занимаются. С Конором Макгрегором, да? Просто не очень понятно, как будто, какой он будет именно боец, потому что у него есть проблемы в лагере. Он тренируется у себя типа дома, в домашнем город Рино, и не очень понятно, то есть по спарринг-партнерам. Но пока ему 25 лет, и у него там здоровья, всего этого хватает, чтобы конкурировать 25 с лет. 25 лет. Какой город? Рино называется. А где это вообще? Рино. Где-то в Америке. Вот. У нас отбивка музыкальная. По лбу, да, ему? Я даже не сомневаюсь. Смотри. Чей был это? Рингтон. Аудиоплеер. Смотри. iPod. Телбот. Ты смотрел бой Телбота? С кем он дрался? Я все бои Там 18 секунд или 13 секунд. С французом боролся. Это самый быстрый бой, кажется, был, да? Вот я с его боя начал смотреть. На этом турнире, да. И, да. Ну, самый быстрый бой это был этот, да? Аскрен против Хорхе Масвидали. Хорхе Масвидали, да. 9 секунд, да? 9 или 5 секунд. Там он как вообще... Больше 10, по-моему. Кажется, 3-4 секунды. Не, там с разгона они сразу... Гонг, и они сразу на друг друга побежали. Да. А здесь вот 13 секунд. Я помню еще с первого рекорд был у этого. У Конор Макгрегор и Альдо, да? За 13 секунд. Потом этот рекорд перебил. Телбот и Жумаури, они повторили рекорд как раз таки. Да, либо 13, либо там... 18, кажется, сказали, что 13 секунд. 19 секунд все-таки, да. Но в любом случае, да, красивый, что французский... Я был прав вновь. Знаешь... Я хочу послушать. В чем прав? Я всегда же прав, брат. Ну все. Тадан-тадан-тан. Что за все? И на этом, да? Это понятно. Знаешь, я этот поединок когда смотрел, вот этот парень с Франции, я так понял, что он этнический араб, да? Наверное. Да. Имеется в виду не араб, француз. Может быть, да, не француз. Но его выход мне понравился, он очень хорошо вышел, и его соперник тоже хорошо вышел. Они вышли, и после боя, когда он его нокаутировал, там такой прикол был, он встал, и у него такой возмущенный... Ты посмотри этот эпизод, если вспомнишь. Если у наших получится, подставьте его. Он такой встал, и такой стоит, возмущенно смотрит, типа, меня что, усыпили? Типа, он, мне кажется, не понимал. Под конец до сих пор спал. Есть, да-да-да. Помнишь? Было такое, да-да-да. Мне, знаешь, что нравится? Что они затронули новую аудиторию, и действительно, раньше представить, что будут пиарить условно хипстера, было сложно, а теперь UFC понимает, что не обязательно быть каким-то брутальным мужиком, чтобы драться у них. При чем тут хипстеры? Ты не видел Пейтон Телбот? Он типа скейтер, он там красит ногти. То есть... Не, ногти я видел покрашенные, но так в целом он очень брутально выглядит. Ты можешь брутально выглядеть, но все равно ты будешь хипарем. То есть у него есть типа видеоблоги, очень необычные, вот тоже советую тебе как-нибудь посмотреть. Я, кстати, подписался на него в Инстаграме сразу после его поединка, очень понравился. В плане, знаешь, это, я так понял, в первом поединке, это же какой его бой в UFC? Это второй бой в UFC, но в контендере еще один бой был. Да, и тот бой, когда он выиграл, я понял, он себя вел вот так, как дурак, да, типа током ударил его, да? Да? Про это говорили. А тут он типа это не сделал, но все равно сделал сальто, и при этом, нестандартное сальто, что-то с разворотом, и чуть не травмировался. Видел, он на ногу еле-еле приземлился. Что-то начали прикалываться. И он такой, просто у него прикольная история, он сам скейтер, там на мотоцикле гоняет, такой прям супер молодежный чел, и... как Сула в шортах, да, там? Даже чуть молодежный Сула, это сложно представить, но более такой молодежный, и это очень здорово, потому что, говорю, UFC выходит на новую аудиторию,
о чем не совсем понимают там, да, другие какие-то лиги, что все равно как будто бы боец у них это реально такой боец, брутальный, да, такой. Не, ну на Западе уже и у нас там потихоньку, да, там есть же разные культуры сейчас, вот этот, как это культура корейская, как называется? Кей-поп. 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 Угу. Вот эта кей-поп-культура, она очень сильно развивается. В боях как будто не видишь еще кей-поперов. Да, но мне кажется, там... Я вот недавно был там где-то на Меге, и там проходила вот эта тусовка кей-поперов. И все танцевали. И там они как-то танцуют секунд 5, что ли, потом обратно какая-то другая музыка. И я посмотрел, там пацанов очень много было. И они прям... И вот они, как они. Вот как Талбот тоже ногти красит, короче, волосы распускает. Ну, я к тому, что в Найзе сложно сейчас пока представить бойца по типу... Ну, у нас, допустим, был яркий пример аниме или как аниме? Аниме. Ну, аниме, да, аниме. Павловский, помнишь? Да, Павловский. Ты в теме, брат? Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Я старый человек, господи. Кей-поп, аниме. Кей-поп я примерно понял, но это, конечно... Не, вот это, знаешь... Мне кажется, это даже для тебя слишком. Брат, там целая Не, конечно, это слишком. Мы там не будем в любом случае, но... за этим следить надо. Почему? Потому что там очень большая... Миша очень правильно заметил, да, там очень большая аудитория. Я когда кей-поперов увидел, я начал сразу задумываться, как найти скорее там бойца с этой культурой. Ну, то есть, потому что у нас фан-база именно кей-поперов очень большая. То есть, 91, да, 91, она внесла свои коррективы в этот момент. И вот эти корейские сериалы, корейские... да даже сам клипы, да, корейские. Не, это же все потом приходит. Сперва сериалы появляются у нас в стране, потом все влюбляются в корейских персонажей и героев, потом у нас появляются корейские кафешки, потом у нас появляется корейская одежда, потом у нас появляется все вот этот весь остальной... Собак начинают есть. Весь остальной мерч. Кстати, в Корее запретили есть собак, чтобы ты понимал. У нас это в Южной, наверное, запретили, в Северной, наверное, там... В Северной не закончили. Северная Корея, если, допустим, тут смотри, вот смотри, обратный эффект. Когда-то... Ты ел собаку когда-нибудь? Послушай, пожалуйста. Не хочу об этом говорить. Послушай, пожалуйста. Наши перенимают что-то у Южной Кореи. А Северная Корея, в свое время у нас же коммунизм был, они переняли у нас коммунизм. Так что... Я недавно, чуть отхожу от темы ММА, но недавно слушал подкаст парня, который из России, и он в молодом возрасте, ну, и он сейчас тоже там не супер старый какой-то, но в молодом возрасте он нашел, что можно поехать от Коммунистической партии России, от КПРФ, в Северную Корею в детский лагерь. И поехал, короче, по приколу решил поехать. А типа пионерский лагерь, да? Да, вот прям там он прям пионерский. Тусанул? Ну, и он говорит, что второй раз, наверное, бы не хотел бы туда поехать, потому что он говорит, там есть все-таки проблемы с питанием, он похудел сильно. Зато научился стрелять, наверное, да? Кстати, видел видео, там делать? Когда президент Северной Кореи и Путин идут, на видео видел, и перед ним кто-то пробегает? Нет. Вот недавно это видео видел, что-то не понял, короче, что прикол. Я так понял, что это типа какой-то организатор или СБшник, и он прям пробежал в полметра от них. Уже расстреляли. Спереди. Еще знаешь, вот этот, как его зовут, корейского президента? Ким Чен Ын. Он на него так посмотрел, так удивленно, и видно, что все, судьба этого парня решена. Не только его парень, наверное, все его семьи там до 7-го колена, всех, наверное, уничтожили. Алла Сахтас, но этот... Вот так мы смеемся, там люди не смеются. Да, там вообще не смеются, кстати. Жордан Сильва. Да, я быстро еще хотел добавить по Талботу? Про то, что, да, круто было бы как-то... Я просто тоже не очень понимаю, как... Знаешь, это можно интегрировать на данный момент в Найзу, но если это получится, было бы здорово. Что? Выход на другую аудиторию. Не, ну мы об этом каждый день говорим. Да, мы об этом каждый день говорим. Да? Даже когда я был среди этих кей-поперов, я же отправлял видео, говорил, ищите бойца. Вот, да, я и говорю, просто чуть сложнее в Казахстане найти такого человека, который, ну, или там в Корее все равно пока что, кто будет там... Мне кажется, в Корее есть. В Корее есть. И он еще же должен побеждать. Вот это самое, наверное, сложное, что действительно ты можешь быть персонажем, но побеждать-то надо тоже. Знаешь, вот, допустим, появился у нас индус, да? Мне говорит, ну, он же должен будет побеждать. Но он дерется с бойцами своего уровня. Конечно, он будет побеждать, если он, как бы, ну, тренируется там, цель у него есть, да, там, какой-то определенный талант есть, но основное это труд, да. И он пашет каждый день, и уже он 2 или 3 боя выиграл у нас.
Я на двоих точно... Да, 2 боя очень хорошо выиграл. В первом бою он даже, там узбек посильнее был, он его там перебаривал, там туда-сюда, но при этом он как бы начал выиграл, да, в конце. И вот последний бой там с азербайджанцем. Ну, там, честно будем, азербайджанец был школьником. И смотри. Мне тоже этот вопрос задали. Но я скажу так, вопрос рейтинга. У азербайджанца сколько боев было, ты помнишь? Честно, Примерно они плюс-минус одинаково. 3 или 4 поединка было. Ну, я про это говорю. Когда говорят, поставили парня, образно говорят, у него же рейтинг есть, там 5 боев провел, да, может быть, некоторые проиграл из них, но при этом, при всем, они одинаковое количество боев провели. Я не с осуждением это говорю, а просто больше к тому, что в чем минус, наверное, ММА, если это можно назвать минусом, а может, это и плюс, что тебе в любом случае придется когда-то драться там за пояс. Однозначно. Или с кем-то хорошим. Однозначно. Если ты просто только персонаж, но при этом не супер топовый боец, то ты проиграешь. Вспомни Конора Макгрегора, когда там полмира думал, что он воздух, да? Воздух, реально. Бой Жозе Альдо. Скажи, что это постановочный бой был. Нет. Бой... единственное у меня сомнение с Чад Мендесом, в остальных нету. Бой с этим, Нед Диасом. Да, он и Парье тоже рубанул первый раз. Парье. Ник Диас, да? Нейтан Диасом. Ладно, в первом бою понятно, а второй бой вот так. Альварес. Вообще жесть. Эдди Альварес. Вспомни эти поединки. Вот. Я не знаю, я его никогда не считал воздухом. В начальном этапе вообще все думали, что он так, реально там надутый пузырь. Я говорю, многие ребята, которые вокруг меня, все говорили, да нереально. Не. Вот сейчас кстати, да, мы сейчас дойдем к этому поединку, про Гарри. То же самое сейчас почему-то казахстанские фанаты думают, что он очень слабый. Его даже, знаешь, не то, что думают слабый, его просто все ненавидят. Я понимаю. Кто? Ян Мачадо. Вот такая же история с Конором Макгрегором была. Ладно, идем дальше. Жордан Сильва. Кто смотрел? Я посмотрел этот поединок. Вообще, если честно, так, знаешь, поначалу думал, что-то они так сильно его восхваляли, этого Сильву. А с кем он дрался, подожди? С Жорданом. С Канады. Там такой бой, знаешь, кажется, он досрочно выиграл. Ладно, на нем заострять особого внимания там смысла нет. Остальные поединки по очереди не смотрел. Я подключился в бою. Мне кажется, про главные бои поговорить. Мачадо. Да, я Мачадо против. Почему я просто про Телбота сказал? Телбот очень интересный персонаж. Кстати, давай по нему закроем. Татуировку видел у него здесь и сзади. Он сейчас, кружок. Внутри пустота. Угу. То есть он рассказывает про это, говорит, внутри... Да, правильно ты говоришь, это очень такой интересный персонаж. Чисто для молодежи, все. Поэтому нам нужны... Если вы какой-то молодежный боец, то обязательно обращайтесь. К нашим матчмейкерам мы найдем вам место. Пейдж Мачадо Гэри. Да, такой бой, который, честно сказать, результат был предсказуемый. Почему про Мачадо, говорят Ян Гэри? Он взял же фамилию жены. Он Ян Гэри вообще был. Ян Гэри, он из Ирландии. Нифига. А потом... Это про него ты говорил, он живет там с бывшим мужем своей жены, да? Да. Бывший муж его жены – это его диетолог. И он с ними живет в одной квартире. И жена, и бывший муж, и он, да? Да. Тройничок, да? Я не стал это говорить, да, но... 100 пудов. 100 пудов, я уверен, там. Она еще и такая, знаешь, чуть ли не моего возраста. Когда, чем они завирусились, что его жена в свое время написала книгу How to be a wag. Как охмурить, на русский перевод, такой вольный, как охмурить спортсмена. Она написала жену. Книгу. Жена написала книгу «Как охмурить спортсмена», называется. Причем это не книга, она такая, методичка больше. Там, 10 страниц, по-моему. Вот. И она написала... Сколько лет писала 10 страниц? Она старше, кстати, его лет на 10. Жена. Вот. И... Кстати, они специально такие истории придумывают, что ли? Или это реально жизненная? Реально жизненная ситуация такая. Вот, написала такую книгу, и потом реально охмурила Гэри. А он такой, молодой очень парень, на самом деле, и как будто бы неопытный. Она же там какая-то ведущая, телеведущая, что-то в этом роде там. Она бывшая модель. Не знаю, да. Какая-то у нее там бывшая серьезная. Модель? Да. Имеется в виду, видно. Симпатичная, да. В принципе, пускай будут счастливы. Я тоже думаю, мы-то своя же жизнь. Не с нашего племени. Ждать никого не надо, наверное. Просто, да, необычная у него жизнь. И интересно даже не то, что он победил Майкла Веном Пейджа, и он прям правильно его победил, не стал с ним рубиться. Смотри, вот о чем я говорю. Когда его поединок прошел, я записал видео. Сказал, что вот этот парень очень хитрый, наглый и при этом при всем расчетливый парень.
все ожидали от Мачадо, Гэри и Пейджа зарубы в стойке. Ну, понимали, да? Этот Мачадо, который в прошлом был Яном, он очень расчетливо подошел к этому поединку. Он понимал, хотя он не борец. Все говорят, в чем его сила? Он думающий боец. Он, знаешь, что сделал? Он, то есть, вышел из своей зоны комфорта, перешел в борьбу, перевел того в партер. Первый раунд для чего был, знаешь, да, партер? Чтобы руки-ноги забить Пейджу, да, там, чтобы как бы он не особо... Пейдж молодец, встал и начал там... Ну, и во втором хорошо прям попадал. Ты видел, как он за шаг меня делал? Да. Делает шаг, и за 4 метра делает шаг и находится рядом с... как его. Кто так дрался раньше? У нас. Это стиль Ханыбека. Стиль Ханыбеков, помните, да? Ханыбек Жанибекула, кыргыз. Он очень широко ноги ставит и как бы с подшагом бьет, и у него как бы с 3 метров получается прям приблизиться к сопернику. Вот такой стиль. Я, кстати, вот попрошу, сделайте вот Пейджа вот этот момент и вот Ханыбека момент найдите, вставьте. Ну, просто тоже, чтобы потом нас не ругали, Пейдж, он пораньше, чем Каныбек, начал выступать. Ему уже 37 лет, он на самом деле возрастной. Понятно. Наверное, Ханыбек у Пейджа и научился. Да. Я не претендую, что Ханыбек эксклюзивно это запатентировал. Вот, и... Прикольный поединок был. Мне вот не очень понравилось. Ну, я ожидал, что будет. Тактически. Да, тактически. Я просто, знаешь, что увидел? Конечно, зрелищности не было. Вся студия, зал отсвистывал. Ну, конечно, фанаты хотят рубки. В принципе, от него этого и ожидали. Но я же с точки зрения будущего поединка смотрю, допустим, и оба соперники опасные. Но при этом этот, знаешь, он хитрее оказался. Он сделал то, что ему нужно. Без красоты, без ничего. Завалял, бил. Один раз был удушающий, очень опасный в первом раунде. Да. Прям серьезно удушающий был. Если бы локоть чуть-чуть как бы вперед двинулся бы, прям под подбородок, мне кажется, он бы закрыл бы. Вот как будто бы еще, знаешь, если бы делал бы не он, а, например, Шавкат, то точно бы задушил. Шавкат? Не то, чтобы там хочется мне хвалить Шавката, а как будто просто Гэри не совсем умеет душить, потому что Пейдж это вообще не портеровик, хотя он тоже там по БЖ. Знаешь, сейчас, вот я даже как бы сам на спаррингах, когда отрабатываю, сзади задушить не так проще, нежели когда ты сверху. Не знаю почему, потому что как бы когда лежишь, там контролируют твои ноги. Дидар, проходи. Контролируют твои ноги, там контролируют подбородок. Все, садись. Че, супруга? Нет, один. Жена задержала? Банк задержал. Все. Хотел подколоть, не получилось. Значит, у Найзы будут деньги, если он с банка. Все. Скоро новый спонсор. Мой. Сарбас. Банк. Мачадо, Гэри, Пейдж. Ну, я заснял видео, написал, и там многие комментарии пишут. Да нет, типа он как бы вообще не конкурент. Там и Шавкат написал в свое время. Этот Ахтюбинский, наш брат, он вместе с Шавкатом был на Айдар. Асадулла. Он с ним был вместе на спаррингах. И он говорит, у меня есть видео, говорит, много контента, где Шавкат мнет этого Гарри. Ну, будем честными, видео со спаррингов это не показатель, уже много раз мы это видели, но как будто бы я тоже не понимаю... За счет чего? Да, за счет чего Гэри может Шавкат что-то сделать, потому что прям... Ну, ты просто одну вещь пойми, человек умеет драться, умеет бороться, и он очень расчетливый. Он не зря там в 10-м, 7-м рейтинге, да? 7-м? 7-й сейчас был. Сейчас 7-й. Он поменялся? Непонятно. Не, Пейдж был 14-м. Ну вот, смотри, он сейчас будет во вторник он обновление. 7-й в рейтинге. Он 7-й в рейтинге. Там от Шавката всего лишь 4 ступени отличается. Как ты можешь сказать, что он там не знает за счет чего? Это сильный боец однозначно. И до этого, если он показывал там все на руках, ногах, да? Стойки показывал в основном. Да? Да. В этом поединке он показал, как он умеет контролить. Ну, будем честными, все-таки Майкл Ван Пейдж, человек, который вообще не про борьбу, вообще не про борьбу, то есть он про такой пуш, типа кикбоксинг какой-то, то есть, ну, его не то, чтобы, наверное, сложно контролировать. Да, Ян Гэри, честно, такой боец, которого смотрят лишь бы, типа, вот сейчас посмотрю, как его нокаутируют, лишь бы его нокаутировали. Да, ну, он правильно говорит, да, отрицательный персонаж. Да. Хотят, чтобы... Это Конор Макгрегор в прошлом. Просто Конор Макгрегор говорил дело поначалу, его хоть Мистик Мак называли, поэтому, да, он там до боя что говорил? Я быстрый... По времени, типа, он говорил, да, еще. Да, я быстрее него... Вышел, начал бороться, вообще, блин. Ну, это был
Тактическая уловка. Я вообще поражаюсь вам, что вы думаете, как бы, что человек там заранее что-то... Это же бой же, поединок. Я из-за этого не хейчу его, я наоборот как бы... Он мне не нравится не в том плане, я просто к чему говорю, что вы не расслаблялись, вы не думали, что Шавкат его за 5 секунд пройдет. Это однозначно. Это очень сложный соперник для Шавката. Я это увидел вчера. Мне кажется, что нет, кстати. Я бы вот поспорил. Ну, конечно, я желаю, чтобы там Шавкат за секунду до боя его уронил. Ну, в смысле, как бы все быстро закончилось. Но я говорю, расслабляться нельзя, это очень сложно. Я вот, знаешь, даже как бы беспристрастно, я не могу сказать, что я вообще каким-то бойцам типа хочу, чтобы этот выиграл, этот проиграл. Просто мне как бы по стилю как будто бы показалось, что все равно Мачадо пропускает, и нельзя сказать, что у него супер переводы. Там больше, типа, Пейдж делал ошибки, чем Мачадо делал проходы. Он ему первый раз, типа, ногу закинул, тот его просто ногу перехватил. Ну, то есть не было такого прям красивого перевода. У Пейджа раньше не было проигрышев, да? Были, конечно. Сколько? 2 Он проиграл Лиме, жестко его нокаутировали. Потом, да, в Беллаторе у него 2 было, по-моему, поражения, плюс сейчас еще в UFC. Его вот как раз такие, второе поражение его залежали. По-моему, да. Он с Амосовым же как раз, или... С кем-то из борцов он точно, да, дрался. Да, его там залежали. Наверное... Смотрю, интересно даже. Я забыл уже, с кем он дрался. Сула Брадмеджич? Да, Сула, а ты чего-то потерялся? Где твой... Но я не согласен с тобой, брат. Да? Он левый. Иэн Гэри вообще просто... Я не понимаю, как он 7-е место занял. Залетный, да, короче. Вообще абсолютный какой-то старик вышел к нему. Я в шоке, отвечаю. Я в шоке, знаешь, от чего? 14 Что вы так номер. думаете? Это боец, хороший боец. Нифига не хороший боец. С 14 номером стариком ничего не смог сделать. Вообще ничего не показал. 3 раунда. Еще там даже были моменты, когда его могли шатануть. Куда ему против Шавката лезть? Я вообще не понимаю, как это может быть 7-й номер рейтинга. Как было бы хорошо, если бы их сейчас свели. Против 14-го вышел. Мне кажется, проходной. Старого непонятного чувака, который бороться нифига ничего не может. И он его по очкам выигрывает. Алло, парень, ты вообще в UFC точно? Или ты можешь где-нибудь в Алаш-Прайде, блин? Ну, я не знаю, это вообще какая-то левая тема. Прикольно, я вообще не понимаю, как он там вообще оказался. И выдал базу. Да, я тоже думаю, что все-таки Шавкатом ему будет прям тяжело, и при этом это хороший бой, потому что, скорее всего, Шавкат в ближайшее время там бой за титул не получит, потому что пока что разыграется там в Манчестере титульная история. Шавкат хочет выступать уже в сентябре. К сентябрю точно ему не дадут титульный бой, потому что не готов будет. Зачем ему титульный? Ну, я просто говорю про то, что Шавкат же тоже хочет уже большие бои. И, по сути, в дивизионе, кроме Яна Мачадо Гэри, против него-то и никого и не осталось. Я про это и говорю. Мы же говорили об этом, то, что вполне вероятно, что в этом году... А где вот этот Мадлена? Мадлена? У него же травма. Что-то какая-то там у него серьезная. же вкабили кость, поэтому он тоже быстро не вернется прям. У него было опухоль на кости там пошло. Ладно, все, поговорили о двоих. Вы все против... не против? Я не против, просто... Не-не-не, вы все говорите, что Мачадо это проходной. Вообще Я просто. Шавкат. Вообще изи. Совсем вообще непонятно. Ты говоришь, проходной. Я скажу, что хороший боец. Пусть так и будет. Я просто увидел интеллект человека в бою, как он это все делал. Это было красиво, по идее, по сути, если тактически брать. Я вам даже скажу одну вещь. Шавкат в прошлом бою также подрался, как он. Если вы вспомните. Ну, удосрочил. Он удосрочил, да. Понятно, удосрочил. Но сделал то же самое, грубо говоря. Просто мне кажется, если бы Шавкат оказался в позиции Яна Гэри за спиной, он бы там не упустил. Это понятно. Но ты хоть один раз видел, что Шавкат сзади задушил в бою? Да, Джефф Нила? Не сзади. Но он со спины. Это было со стойки, и, как бы, можно сказать, даже без захвата ног просто сзади задушил. Брат, но это же не означает то, что он не сможет я так тебе сделать. это не говорю, просто ты говоришь, это сзади, если в джиу идти, сзади чуть сложновато душить. Вообще, находясь сзади. В данной ситуации он же закрыл прям руки, он прям его как бы прям... Я не об этом конкретно приеме говорю. Я говорю о том, что он вышел, вот это вот, брат, самое главное. Вот ты говоришь, что это было прям умное там, короче, ММА он показал. А как еще выходить против Пейджа? Я про это и говорю. Что с ним надо? Не, ну тут, мне кажется, ума дофига не надо. Я тебе про что говорю? Почему дофига не надо? Вот я более чем уверен, что если ума прям дофига, чтобы составить тактику против Пейджа, это нужен однозначно расчет, не надо с ним рубиться. Расчет, чтобы пройти в ноги, перевести в партер, да, там, оказаться сверху. Это же все как бы под расчетом. Не, основная проблема соперников Пейджа, они же помнят его прошлые заслуги, нокауты этот серьезный. Кстати, очень такой момент был, помнишь? У него много крутых. С коленом. Коленом. Очень
очень опасный момент был. И в этот момент что делает Гарри? Он видно было, что это отработка, он чисто уклон влево сделал. Видели, да? Когда пинал, или вправо, или влево, кажется, влево. Влево он не стал убегать назад, вот правильно. И не стал идти вперед, как некоторые глаза закрывают и заходят. Там уклон был. Я знаю, просто в тайбоксе это как его, смертельный номер называется, когда человек вперед наклон делает, и колено на тебя летит. Очень опасно. Ладно. Сейчас быстро еще тоже момент. Я же в борьбе чуть разбираюсь. И по поводу того, как Ян Гэри работал, когда лежал... Джиу у него хороший, сразу скажу. Нет, ноги очень хорошо работают. Ноги, ты видел? Он скрестил ноги. Вот. Первый день. Можно сразу же было сделать это сам болевой. Я знаю, что, может быть, там... Вот эта вот тема, то, что сходу же это самое. Я вот сидел и ждал дома, блин, сейчас ему ноги точно сломают. Просто Пейдж не умеет бороться. Вот именно. Вот ему он это и сделал. Просто это как бы не проблема. А потом-то он сделал рюкзак. Треугольник. Да. А потом он сделал треугольник. Сам факт, что ты перекрещиваешь ноги, Но уже о чем-то. проблема в чем была? Вот после этих перекрест, мне понравилось, что он Удивительно, подрался. с Михаилом согласен. Офигеть. Прикинь, в первом раунде он держал весь раунд ноги в кресте. Ну, в смысле, в замке. После этого стал еще... Ну, конечно, второй раунд чуть такой смазанный был, но уже как бы додрался. Бизнес сегодня – это напряженные звонки, документы, отчеты и бесконечные встречи. Хватит тонуть в рутине и постоянном контроле. Доброе утро, коллеги. Давайте. Дарлин – решение всех ваших забот в одном месте. От документа оборота до заключения миллионных контрактов. Дарлин – это твой цифровой офис. Управляй бизнесом из любой точки мира. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. Сколько было ситуаций, блин. У нас вообще врачи и медицина вообще в жопе. В полнейшей вообще. Там надо бабок иметь килограмм, чтобы тебе что-то нормально сделать. А если ты обычный человек... Я тебе одну вещь скажу. Одну. Вот смотри. Честно тебе, я сейчас не хвалю государственную медицину, но я тебе одну вещь скажу, реальную, по факту. Я делал операцию. На колено. Планировал, делал. В итоге операция там у частной клиники выходила 300-500 тысяч тенге. 300-500 тысяч тенге. Я думаю, так. Ну, как бы, в принципе, можем же позволить себе сделать за 300 там, за полгода накопить, там, да, это все как бы разработать туда-сюда. В итоге я думаю, а вот прикинь, у человека, который там, у него денег нету, как это, да, типа, сложно. Мне рассказали про схему, по которой я провел своего друга. Оформляешь квоту, и тебе делают операцию. Государство оплачивает тебе это лечение. И практически каждый второй сидит на квоте сегодня именно по операционным услугам, я так понял, государство. Мы же ОСМС, мы же платим. Это понятно, но это же нормально. Брат, я тебе скажу. Это же хорошо. Я попал, в больницу с язвой в 12-перстной кишке. Угу. Ко мне приходит, вот теперь, нет, давай про то, как она образовалась. Это образ жизни, бухал, что делал? Нервы. Нервы. И ко мне приходит... Не пил, да? Это было лет 20 назад, братан. Ко мне подходит, хирург. 40, и его, 40 лет хирург. тебе тогда да, было, примерно так. И они мне говорят, ты, братан, говорит, у тебя вот, говорит, язва там. И, у тебя пока сейчас есть время, давай, говорит, пиши бумагу, мы тебе делаем операцию, и, говорит, вырезаем тебе 2/3 желудка. Я сижу, говорю, ты что? Извините, пожалуйста. Я говорю, и более того, они не просто так говорят, они тебя начинают пугать. Бывает, брат. Ты, говорит, обязательно, говорит, если откажешься, пиши бумагу отказную. И мы, говорит, нифига нет само. Я на свой страх рисую, думаю, ты что, Вася, какие 2/3? А он говорит, пол желудка отрежем. Говорит, не, извини, говорит, запарился. 2/3 желудка. Одну треть оставим, говорит, да? Да, потом я на свой страх... заберите сразу. Я на свой страх и риск отказываюсь. Это вот наша Калкомания была. Обычная больница, вот то, что, да, там лекарства, все бесплатно. И потом иду, вниз, там эндокринолог, глотаю этот шнур.
Она говорит, что тебе сказали, говорит, операцию? Я говорю, да. Вообще, говорит, этих, говорит, мясорубов, говорит, мясников не А слушаю. ты кому пошел сперва? В мясной магазин? Почти. В больницу. В больницу. Не, а кто второй тебе сказал? Хирург. Это же оба врачи же. Там внизу калкоман. Стоп. Второй человек, кто это? По Эндокринолог. должности. Это Эндокринолог. врач же казахстанский? Она врач. Ну вот видишь, Я вот, подожди, дружище. хвалить пока не надо. Смотри, Вот. я тебе скажу так. Смотри, нет, один сказал порезать, второй сказал не режь. Вот, сколько... Значит, вывод какой, братан? К одному врачу. На свой страх и Не, риск, не, брат. к двум врачам идешь. Но они меня настолько сильно пугали, что если я не сделаю операцию, Сула. напиши документ, что мы нифига не... Ты, говорит, просто, говорит, лежать будешь, ты, говорит, там вообще, говорит, чувствовать не будешь. У тебя просто, говорит, кровь, говорит, заполнится, и у тебя будет весь желудок крови, просто все, у тебя внутренний кровоизлияние, ты сдохнешь, говорит. Запиши обязательно, говорит, все, отказываешься, пиши. Сула, скажи, пожалуйста, про второго врача. Он тебе сказал, что это не надо делать, так же? Конечно. А он тебе профессиональное мнение свое сказал, так же? Конечно. Я просто, Сула, наверное, не в курсе, и вы, наверное. Я просто почему сейчас так себя веду, возмущаюсь. Я сам же медик по образованию, чтобы вы понимали. Первый врач это был Нурбек. Да, нет, у который меня вылечит. первое образование, оно медицинское. Страну всю развалили. Зубопротезная техника. Я тебе скажу, я учился когда... Лично я просто в спорте был тогда, в греко-римской борьбе, но при этом, при всем, у нас прям тщательно проверяли зачетки. Я тебе честно скажу, очень хорошо нас обучали. Очень хорошо. Ты знаешь, что я уколы, я сам себе все в вену, сам себе там внутренний мышцы, детям всем своим там, всем своим близким я сам делаю уколы. Вот за 3 года я научился делать уколы, короче. Но я тебе скажу одну вещь. У меня много друзей, которые продолжили практику. То есть стали хирургами, там еще что-то. Многие из них очень сильные. Да, проблем нет. Есть такие люди, которые как бы Большинство, Мне брат. кажется, Не большинство, брат. Да как не большинство? Я вон отца своего повел. Давай, говорит, мы сейчас ему сделаем. ладно, короче, да, что-то- я просто здесь хотел сказать, что, скорее всего, вот врач, который хотел тебе вырезать желудок, это твой хейтер. С Ютуба. Я тогда еще не двигался в этой теме. Да? Я тогда работал на каких-то конченых китайцев. И сейчас за китайцев начали общаться. Ладно, давайте Всё понятно. про следующий бой. Не зря тебя фанаты любят. В принципе, Про женский бой закрыли вопрос? Да. Я тебе скажу, вот эта Буэна Сильва, она может стать я чемпионом. смотрел бои, просто Очень говорю, круто. мне женские бои, вот правда. Ну все, ладно, тебе возрастом не уже нравится. неинтересно стали. А что ты Вики говоришь, давай на бои выходи туда. Я как рингеолог говорю, Все. с табличкой. Виктория? Смит Долидзе. Мне кажется, она и потянет, и боит. Знаете, ребята, я, конечно, не пропагандирую, но там один у меня мнение спросил. Как думаешь? Знаешь, что я сказал? Я сказал, Долидзе выиграет сабмишном. Перейра выиграет в первом раунде нокаутом. И кого-то еще... Артега Лопес. Не, Мачадо Гэри. Я на Мачадо Гэри поставил. Сказал ему. В итоге он сделал, и он выбрал там какие-то функции, и у него там как-то вышло там 350 коэффициент, короче. И что, он выиграл? Ну, если он сказал с сабмишном, то нет, видимо. Да. Он же- Сабмишном как его... Долидзе. Я проморгал. Да. И Я с Долидзе знаком и этот лично. я тебе сейчас даже больше скажу. Долидзе... как его зовут? Роман. Роман Долидзе. Он боролся с Нурбеком Мумлыковым на чемпионате мира по грэпплингу в Кечкемете, в Венгрии. Я был там на этих соревнованиях. Я помню, как он Нурбеку болевой на ногу взял. Очень сильно. Он Очень сильный сильно. портровик вообще, и физически. Он сильный. здесь, в Казахстане, в 2016 году, если не ошибаюсь, Тулеген проводил чемпионат Азии и Океании, отбор на ADC. И он прилетел. Я не знаю, он за Украину туда Да, выступал? он с Одессы же. Или за Грузию, вот точно Да, не за могу Украину. В сказать. 2016 за Украину. Но он здесь получил путевку на чемпионат мира в ADC. И он несколько раз сюда прилетал. И с Тулегеном они так хорошо прям. Кого он пригласил? Анкалаева? Вызвал на бой Да. Чумаева. Чимаева. Вообще, если Это что, 84? Он пошел вверх. Он 84 в 93 дерется, он в двух. Он пришел в UFC в 93, потом в 84 пошел, и сейчас в 93 взял бой. Он, оказывается, 84 в 10-м рейтинге был. И здесь Да, он теперь И здесь 10-й. теперь 10-й, он Смита переиграл. Ну, Смит, если честно, в натуре сбитый летчик уже. всё. Да, Согласен, да. согласен. Но, если честно, у Долидзе, я не знаю, что есть у Долидзе, наверное, скорее всего, антропометрия хорошая. И вот это, если бы выносливости прибавить, но удар какая-то корявая У очень. него не очень, да, с ударкой, но И он... почему-то в борьбе он, когда вот сзади сидел,
там бил туда-сюда. Он нормально. Или Смит очень хороший грэплер. Смит черный пояс по джиу-джитсу. Я Долидзе, понял. кстати, тоже. Оба черных Не, пояса. ну Долидзе, скорее всего, он себя неуверенно чувствовал в патре, потому что он даже черный лишние, пояс, да? Да, лишние движения не делал. Я тебе Серьезно? говорю, брат, я его грэплинг когда видел, я в Ну, шоке. подождите, просто когда мы это, он здесь в Алмате был, что мы его спрашивали, что ты с Джиу? Он чисто грэплер был. Ты же сам говоришь. Уже 10 лет прошло. Да, уже. Не, стоп. Те, кто в грэплинге борются очень хорошо, активно, они там в итоге в джиу могут не бороться, просто сдать аттестат, но при этом вот так вот, результаты за грэплинг идут Зависит тоже. от тренера, некоторые не дают, но очень многие тренеры, да, сейчас могут давать за грэпплинг тоже. Кто У Алекса Перейры черный пояс по джиу-джитсу. Ну да, и желтый по дзюдо. Я помню, когда этот Бен Хендерсон, да? Он подкинул, кого-то взял, Да. Петтиса, да, взял? Петтиса младшего или Петтиса старшего, он болевой замутил. Или, наоборот, Петтис ему замутил. Подкинул и снизу. Нет, Не, это вообще был Димитриус Джонсон. Нет, Не, такой не. тоже был у Бенсона Хендерсона. Бенсон Хеликоптер, Хендерсон. типа. Я помню, что ему там же подарили этот пояс. Да. Прям в октагоне очень подарили. борются. Это было лет 10 назад, наверное. И по поводу Романа Долидзе, у него интересная история достаточно. Он поздно пришел в единоборство, он же профессиональный футболист. Он вратарем был. Именно прям профессионально выступал за профессиональную Он команду. здесь Беларова, кстати, с Беларова проиграл он здесь. Вот. И Но потом Абдулкадирова, по-моему, выиграл. чуть позже пришел как раз в борьбу, и потом в ММА пришел. И тоже интересная у него история. Можете посмотреть на YouTube-канале Вестник ММА интервью с ним. Лопес, за 3 часа Сейчас, замена произошла. Хотел еще сказать по поводу этого боя. Смит, Перед Долидзе? Лопесом, Да. Да. Что интересно, этого боя не должно было быть в 303-м карде. Изначально был бой Кстати, да, два вообще других бойца. Гулберг против Хила. Да. Столько раз менял. 4 человека поменялось с одной стороны. Да, Вообще прикольно. В итоге и с другой тоже. То есть Да. С изначально двух вообще- сторон они там менялись. Короче, в других итоге вообще два левых типа Ну, когда нарисовались. я помню, когда на нас там обижаются, типа замены за замены, это как бы, это, видите, ребята, это побочка этого. А вообще ужасное время для Дана Уайта. Столько у него слетело, столько... Да. этих. Ну, Если бы он бы не был лысый, то он бы стал бы лысым. Но мне кажется, он Если бы ожидаемо. он Для был- него если он это не был было лысым, более он бы чем сидел. ожидаемо. Миша, знаешь, вот в чем преимущество UFC в этом плане? Скорее всего, километровая очередь стоит, чтобы заменить там любого бойца. Раз один боец там за 3 часа вообще заменил этот соперника Лопеса, да? Дэн Иги. Да. Как его зовут? Дэн Иги. Артегу заменил за 3 часа. Он, оказывается, живет Очередь. недалеко от зала. Очередь, да, но вопрос же в том, что там Качество у него есть боев. как бы и качество, и у Дана есть какие-то показатели, и в итоге pay-per-view сейчас пока что не очень. То есть он точно ждал боя Конора, потому Если что бы, этот бой продал если бы Дана знал, как все сделать прекрасно, и при этом там 1x100 делать, давно бы так произошло. Это путь, который ты проходишь, это риск, который... Это я полностью его понимаю. Я полностью его понимаю. Почему? Потому что это работа. Очень сложная, энергозатратная, рисковая, как сказать, все время динамически меняющаяся. Вот как у меня этот Самат, мой менеджер, есть наш. И безумно интересная. Да, вот так. Однозначно. Самая лучшая работа на свете. Однозначно. Безумно интересно. Вот Самат правильно всегда замечает, говорит, ивент – это живой организм. Это не Я, производство. знаешь, я с тобой согласен, и с другой стороны, я с тобой тоже это обсуждал, что вот эта работа с рисками, каждый раз, как, я же тоже уже вижу изнутри, да, какие-то проблемы у Найзы, и вижу твою реакцию на это, да, как ты с этим, пытаешься справляться, и справляешься тоже. И я, например, такую не хотел бы работу. Потом ты и не будешь бортом-президентом. Ты не буду, будешь да, я- президентом промоушена. Я тебе про это и говорю. разбираться не Не, президенту надо быть отдельный такой, Да, свой вот склад я ума и всего. Я бы тоже не смог бы никогда. Вопрос не в этом. Однозначно. Вопрос не в этом. Склад ума, у вас ума там на двоих там... Не, причем тут хватит это на склад, склад мы на говорим университет такой. целый хватит. Я что говорю? Здесь вопрос риска. Кто просто готов на себя его брать, а кто-то не готов вот в этом плане. Поэтому, да, я тебе респект за это, конечно, Ну, высказываю. мой брат тоже типа Все, я рискует. могу уходить. Да? Где мои вещи, Я к да? чему говорю, это же не то, что я Микрофон, типа, там крутой микрофон, или кто-то пардон, еще крутой. микрофон говорите. Вопрос в том, что тут вопрос такой, что человек просто на себя берет это и делает, и все. Раз мы на себя сгрузили, я же не могу сейчас сказать, Миша, я не буду этим заниматься. Хоть сколько бы ты меня не уговаривал, да? Как Иван Грозный сделай. Как Сталин. Убить как мне Иван. голову или что? Да, уйти. Лопес. Знаешь, для быстро трех... Ага. по Долидзе хотел сказать. Да. Хамзат Чимаев против Романа Долидзе вам интересно? Офигенно. Да не, завязывай, ты что? Вот как раз таки, вот вы сейчас, Интересно вы сейчас здесь сидели и хейтили этого, как Гэри. его? Яна Гэри. Блядь, извиняюсь за выражение. По сравнению с Гэри,
по сравнению с Герри. Долидзе, ну, реально там пропасть, братья. Да, ну, не то, что прям пропасть, но у него явные пробелы в игре видны прямо во время боя. Ну, вы знаете же историю, что они в Таиланде вместе тренировались, и как С кем? раз С Долидзе Чимаевым? против Чимаева, Да. и Долидзе ему сделал там, рассказывают сабмишн как раз. Долидзе монстр. Я думаю, будет офигенно. Чисто в борьбе, наверное, Да. было? Ну, чисто в борьбе, да. Я немножко не верю в Долидзе, если честно. Он такой- Я больше чем уверен, что у Чимаева борьба в партере, она как бы на очень хорошем уровне. Там, Ну, если, он физически- если он не рисковал со Смитом, в партере, в бою с Чимаевым он точно рисковать не будет. Ну, единственное, Чимаев устает. После первого раунда уже Чимаев как бы... Да просто Чимаев, мне кажется, не даст перевести, он на руках намного Вообще, техничнее. давайте вот так подойдем к вопросу. Вообще, Чимаев вернется или нет, это тоже вопрос. Все Последний- ждут, все ждут, и я тоже. Ну, дай ему Всевышнее здоровье. Не, вообще, вот что бы ни говорили про него, он реально такой, знаешь, как бы- Офигенный. Да, красавчик, красавчик Офигенный парень. боец. Просто шикарный Очень хорошо боец. продает свои бои. Я же И- как раз тоже... Супер. И, наверное, можно сказать, что он этот, как его... Хедлайнер. Да, он Конор там, допустим, запомнится, да? Вот Чимаев тоже запомнится, если он продолжит. Однозначно. Если он Если продолжит. здоровье ему позволит, да. И еще один немаловажный факт, я вот скажу про Чимаева, он к казахам очень хорошо относится. Очень хорошо относится. Ну, имеется в виду Казахстан. Чеченцы в войнах и Казахстан. всех казахам хорошо. И вот эту историю знаете, да, где он одному парню, который в эксперименте у этого У Айтема Айтема Жакупова, да-да-да. он квартиру Что за- подарил. Не, Ну-ка. Он квартиру Я в не прямом знаю. эфире объявил, говорит, брат, вот этому парню, не в прямом, а в телефоне, кажется, с Айтемом, он говорит, вот этому парню скажи, а там у него какая-то история очень бедная такая, там что-то случилось, туда я не вникал в подробности, могу ошибаться, но я слышал голосовое, где Чимаев передает Айтему Жакупову, кажется, говорит, типа, вот двухкомнатную или трехкомнатную квартиру там на 30 миллионов тенге, что ли, что он там планирует. прикольно, я про это Красавчик. первый раз слышу. Вот Красавчик. да, если будет возможность, это голосовое, у Айтема запросите, Айтем, у него есть эта история. Ну, то есть, как его? А это публичное было, да, история? Да, публично, в Инстаграме. Я это Да, я когда видел, он увидел, поддерживал его. я, ну, как бы прям тронут был, молодец, Чимаев в этом плане, красавчик. И по поводу еще... К нему наши фанаты почему разозлились, потому что он как бы, ну, Шавхатом, да. Потенциальный соперник, но в Но любом случае... теперь их пути разошлись. Да. Теперь их пути разошлись. Просто сейчас Прям вообще точно, вопрос... точно он не вернется в 7-7? Брат, он, Да не, он- 84 не может сейчас уже как бы это... Он не смог согнать 84. Теперь проблема в чем? Проблема в здоровье же там какая-то... У него же с самого начала была с щитовидкой проблема, потом вырезали какую-то часть, и вот в итоге у него, да, когда он начинает весогонку, у него с иммунитетом проблемы, с иммункой, и из-за этого он снимается. Вот это вот, да, я вот не знал. Ну, я вот ездил же как раз в Саудовскую Аравию, где должен был... Ты же возглавлять. чисто ради него же поехал, да? Ну, я знал, что на нем наберутся просмотры. Я скажу так, не чисто ради него, но там был бой Павловича и Волкова, тоже очень классный, который я ждал. Но из-за него должны были быть просмотры. То есть это человек, который генерирует реально вокруг себя кучу контента. И, конечно же, было даже видно, когда его бой отменили, там заполняемость на стадионе была маленькая. То есть там, не знаю, 60-70% стадиона заполнилось только. А я думаю, что как раз когда был бы Чимаев, те же вип-комнаты все бы были бы заполнены, потому что бы приехали... Весь Кавказ там был бы. Да, шейхи 100 какие-то пудов. или супербогатые люди с Чечни там приехали. Не, да. Не, он однозначно, он бустер, конкретный бустер. Вот такого бустера, брат, надо. Тайлак? Вот такого бустера. Тайлак? Сомневаюсь. Почему? Ну, потому что я сомневаюсь. Очень хороший бустер. Сомневаюсь. Совсем не общается на русском языке. А зачем тебе русский? Нужно здесь, Китайский, брат. знаю. 1,5 миллиарда. Ну, ты хочешь... Пока если просто на непонятно, Китай. если у него типа именно китайская аудитория, у него точно казахская есть аудитория. Однозначно, Сула прав, нужны такие персонажи, такие герои. У нас, в принципе, есть кандидаты. У нас, в брат? принципе, ведется работа. В скором времени узнаете. Не, ну серьезно, скажи, мне вот интересно, кто? Знаешь, на постоянной основе, Хорошо, скажи на Не ближайшие постоянно. 1,5 года. не на постоянной основе, ну, знаешь, допустим, может, я могу с прошлых тебе сказать, с сегодняшних и будущих. Вот один из этих примеров – это Тайлак. Второй, в которого я верю, это Абулкасым. Почему нет? Абулкасым. Абулкасым. Мне вес 53 его- килограмма, помнишь, Вот маленький? вес чуть мне кажется, что... Брат, они все молчат. Они все не... Абулкасым не молчит. Да нет, да ну, это, господи, я больше него говорю. А он должен говорить больше меня. Ну, в этом плане ты прав. В этом плане ты прав. Фаниль Рафиков, елки-палки. Ты Ну, больше Фаниль Рафиков выиграл, что, где он? Ты больше него говоришь? Кто он? Ну, Больше тоже- Фаниля? Вот, кстати, Фаниль, он прав.
В этом плане он прав. Ты выиграл, бой прошел, и тебя нигде нет. Почему у него передача здесь? На Ну, нашем передача. канале? Он в своем инстаграме, там, закон КЗ, Дорабатывает. Нур КЗ, он должен шуметь. Это вот Вика, надо с ним поработать. Где-то, я не знаю, там, чтобы его кто-то там снимал, в каких-нибудь там драках А вот- участвовал, не-не, там, ну, в кафешках, это там же- его там. это же- Как этот, эти... Это же против нашей культуры, брат. Как Фьюри, да, там, на маслах выполз, короче, с кафе какого-то по темникам, а с утра уже там тренируются. Вот такие хайповые вещи нужны. Они, может быть, звучат как-то беспонтово, но это будут все смотреть, все Ануарбек читать. нужен, да? Чтобы по отелям ходил, всем шатал. Ай, блин, у Ануарбека есть один большой минус. Какой? Джасгильда уже. Не подтянет он эту уже тему, потому что помимо того, что ты хайпуешь, еще нужно серьезных пацанов в найзе ломать. А найзе это не октагон. Тут просто так нахрапом не пройдешь, не сетуешь, тут целую команду надо ломать. Давай. И я бы не хотел бы вот на Ануарбек, вот помнишь, как ты говорил, ты не хотел бы, чтобы Марат Балаев так это вот проиграл вот так вот, ну, молодому какому-то, потому что это было бы беспонтово вот в лиге найза. Да. Вот я не хотел бы, чтобы так же с Ануарбеком было. Так и будет. Если он будет продолжать свой путь, когда-то он в любом случае должен. Ну, я просто тебе говорю, возможно, так и вот, ну, вот, Давай Кортега перейдем, Я бы или не ты хотел. что-то еще про Долидзе хочешь сказать? Все. Я про Чумая просто... Я хочу сказать. Давай. Когда Долидзе первый раунд прошел, ты слышал, что ему кричали его секунданты? Не слышал? Камарджуба, Не-не. Рагурахат. Не-не, он говорит, дословно перевод такой. Покажи, говорит, дай ему, говорит, жару. Покажи, говорит, ему грузинский дух. И это прям переводили переводчики. Я просто на английском смотрел, если Да. честно. И он когда залетел, На как мой сын говорит, английский. Он когда залетел на него, вот эта реакция была, когда он начал же без передыху бить сзади Смита. Это вот оттуда реакция была. Они его там зарядили в углу. Он говорит, покажи грузинский дух. Ну, типа, включи огонь, форсаж, что-то такое. И он прям там бам-бам-бам. По идее, он мог забить. Если бы грамотно чуть остановился сбоку, прям сбоку, там многие удары в защиту попали. Если бы он там, допустим, банк и искал дырочку, там снизу бил и так далее, и так далее. Я думаю, да, про UFC надо заканчивать. Артега Лопес бой не произошел, на замену парень вышел 3 часа, при этом дал бой, хороший поединок. Последний раунд забрал. Да, Лопес очень интересный со стороны, такой выглядит прикольно, и я так понял, что UFC его так очень хорошо относится, при этом при всем он английский не знает, да? Английский. Ну, он учит, но да, пока у него... Ну, не прям знает, потому что пока и тяжело. с ним, и с этим переводчики выходили, я Перейра. видел. Да, Перейра. Перейра вообще, типа, он и С учить Сильвой не тоже этот выходил переводчик. Перейра и учить не будет, а Лопес, я думаю, что будет. То есть он все равно прям, он хочет, видно, Да, ну развиваться. Перейра не надо учить. Он Да, просто да. может на свой А он кидать, и не ходить. знает, мне кажется, особо и португальского, у него 2 слова, там, шама и Кстати, с Лопесом интересно то, что вот он последний бой Ни Мавсар... хрена не интересно. Нет, Вообще, Мавсар Евлоев последний бой с ним непонятно, провел. Что там может? Мавсар да. Евлоев последний бой с ним провел. Лопес Просто из-за после этого- Мавсара можно поговорить об этом. Да, он уже после этого боя... Сколько? 3-й же, да, бой был? А Мавсар Евлоев до сих пор не подрался. Знаешь, после что этого. сказал? Почему Не, он знаешь- дрался с кем? Слушай, Знаешь- он недавно дрался с Арнольдом Альном. Блин, точно. Ребята, Просто знаешь, знаком. что сказал Мавсар? Твоя единственная победа, говорит, это проигрыш мне. Да. Ну, кстати, так себе Типа, выражение, потому что, на самом деле, у них был классный бой у обоих. И, Да? в принципе, да, то есть это такой был яркий бой Мавсара и яркий бой Лопеса, поэтому, не знаю, я не понимаю чуть такой... Мавсара? Да, снобизм со Не, стороны. ну знаешь, брат, это Ну, же... Вот брат, ты как раз не Сула идет, этого... это разогрев, пошла, брат. брат. Нет, такие, пошла как Сула, раскруточка. хотят этого, да? Не, я про ты то, что хочешь бой этого? хороший будет. И ты хочешь. Я думаю, понял, что ты такие тоже после слова не этого, да? нужно воспринимать близко к сердцу. И относиться к ним серьезно вообще абсолютно не. Если к ним относиться, вообще просто труба тут. Просто я лично знаю... Харакири, сипуку прав, можно и сделать. Он прав. он довольно, короче, он Скромный, реально да? не хочет этого боя, типа. Смотри, С кем? С Лопесом. Он считает, что, типа, ему это не нужно, ему нужно, типа, уже либо титульный давать, либо кого-то... Не, ну, кажется, Мавсар просто написал, чтобы, как бы про него не забывали. Да. Не, все правильно. Он все правильно сделал. Не знаю, как это для тебя выглядело, но при этом, мне кажется, никакого неуважения не было. Но при этом, при всем, здесь надо быть таким чуть резким, дерзким и так далее, и так далее. Кстати, Мавсар Евлоев у нас под постом про реалити, где Шакенти рассказывает про реалити, он написал там комментарий. Видели, да? Да. Я попрошу тоже, приложите. И он пишет, типа, мед в уши, прям так, презентация, хотел заучаствовать. Я пишу, типа, давай участвуй в виде там Тренера. коучера, да, тренера. И там столько комментариев, лайков под его комментарием.
кто-то пишет, зачем тебе это надо, там, твой уровень там другой, кто-то говорит, это круто, там, и так далее, и так далее. Ну, интересно, молодец Мавсар, что не пожалел времени и, знаешь, как бы не стал так артачиться, а как бы по-свойски там написал. Это его показывает уважение. Кстати, мы с ним Я рассказывал историю, когда мы встречались с ним? На эфир рассказывал? Не знаю. Первый раз, когда мы с ним познакомились в горах, там был... Надо еще раз повторить, что... Да, Ильдар Кудайбергенов. Это же его братишка же, да? Двоюродный брат. Да, двоюродный родственник Ильдара Кудайбергенова, по мамина... Он по мамина, это по папина, да. И когда мы, прикинь, пришли в зал, не в зал, а они в бане были, с бани пришли в этот летний домик, мы там сели, кушать собирались. И там ингуши были, Ильдар был, там еще кто-то. И когда сели, Мавсар не сел. А хотя все из-за него собрались гости. И Мавсар не сел. И мне так неудобно стало, как бы, мы же как в них героев видим. Я говорю, Мавсар, садись. Он говорит, и как бы я говорю, ты же в гости приехал, как бы я свое место стал, уступил. Нет, ты что, и так и не сел, и стоял у входа, подносил нам еду, наливал нам чай, как бы в плане уважения, короче, у ингушей, у чеченцев в этом плане очень... и у казахов это очень ярко выражено. Не то, что это национальность, это культура такая, да, традиция такая, да. Молодцы. Да, там в Астане, я знаю, но братом ингуша, Мага. Брат, если видишь меня, салам алейкум. С ММА, который? Почти. Мы с дядей Расулом вместе там двигались один раз. Вот такая тема есть. Она как бы, о ней нельзя не сказать. Почему? Потому что это... Может, даже это как бы, черт его знает, да, там. Но мы же еще вернемся, да, к Камп-Реалити. Но это было очень так, знаешь, как бы круто. Про Лопеса что говорить? Вообще здорово просто и по поводу Лопеса, и по поводу Иги. Круто, что бойцы UFC есть, которые не боятся за свой рекорд, рискуют, и, в принципе, из-за этого они сейчас там на слуху, что Лопес постоянно выходит там на замены в другом весе. Бой же в итоге в 75 там проходил, хотя он из 66 килограммов. Вот очень крутая история. Мне кажется, в UFC сейчас редко кто боится потерять нолик. Сейчас UFC это стал генератор возможностей. Вообще любому могут дать. Да, бой за титул, мейн-ивент. Главное вот эту возможность не упустить. Что, главный бой? Прохаска Перейра. Бля, какой был выход, да? Платон. Ты видел, как этот чех вышел и стоял, типа колдовал? Там даже круче не выход был, мне очень понравилось, знаешь, как ковбойская перестрелка была, когда показывают глаза, Прохаски. Я тебе про это и говорю. Когда они вышли, уже стояли друг друга, и там минуту-полтора, это мне как будто было такое ощущение, как будто это было запланировано, наверное, даже и спонтанно, потому что у них опыт большой же у UFC-шников, и они могли это все дальше там на пульте обыграть. Знаешь же, был фильм «Хороший, плохой, злой», когда просто глаза типа ковбоев показывают. Офигенно, да, в конце. Съемка была такая, знаешь, как бы. В чем прикол был? Когда я понял, что это как бы не совсем там наиграно было, когда Прохаска вышел, он занял где-то 1/4 часть октагона, он прошел и вперед стал. Прохаска. А Перейра именно стал у сетки. Если бы там они по центру прям сравнялись бы, тогда это было бы уже как бы наиграно. Да. И надо было тогда еще Эннио Мариконову эту музыку поставить, тогда вообще было но при этом хороший. Они момент поймали и ждали прям, знаешь, долгое время. Брюс Баффет тоже красавчик. Видели в один момент? Он только хотел объявлять, потом видишь, что они там Карачич подождал. Да. Брюс Баффера, кстати, пиджак видели? Да. Молодец, да? Не, прикольно, когда у тебя есть хороший бой, то вообще вокруг него часто магия какая-то совершается. Просто сделай крутой бой, и складываются звезды, пазл какой-то. Что про этот бой скажешь? Я думал, что в первом раунде нокаутирует, он в конце, на последних секундах нокаутировал, но не добил. Причем сам Прохаска, он же рефери говорит, типа, нет, не останавливай, он не знал даже, что раунд закончился. Он, типа, рефери говорит, нет, я, типа, в порядке, а, типа, он такой, да нет, раунд закончился, я не останавливал бой. Но он, по-моему, не восстановился, да, после этого удара? Судя по тому, что потом отлетел. Да. Да, там уже понятно. Кто следующий для... Перейра. У него несколько есть... Анкалаев – это неинтересная история для UFC. Сценариев. Есть, типа, спортивный сценарий, это действительно Анкалаев, но для UFC это вообще невыгодно. Вообще просто бессмысленный бой для UFC, будем честными. Хоть я Анкалаева знаю тоже, и хотелось бы, чтобы он, наверное, получил пояс, потому что это как бы пояс там будет у России, и, в принципе, Анкалаев все сделал для того, чтобы... в спортивной части сделал все для того, чтобы этот пояс получить. Но, честно, он настолько медийно неинтересный, что... Я не знаю, если менеджеры... Вчера Анкалаев написал, видел? Я готов рубиться в стойке. Но это, будем опять честными, это не он написал, это написал Али Абделязиз. Понятно. Но если Абделязиз договорится с Даной Уайтом, что он отвечает, что Анкалаев там 70-80% боя проведет в стойке,
как сценарий, брат. Скорее всего, там гипотетически они могут к этому подвести. Но Медина вообще ноль. Я помню про Анкалаева, когда говорили, что он антирекорд побил по PPV, там 200 тысяч покупок PPV было при его бое с Блаховичем за титул. Получается, он даже и своим не интересен, да? Да ну как? Ну как свои? А сколько их человек там? Ну, Да. кто-то же есть же, допустим, с СНГ. На кого покупают? С СНГ никто не Нет, купит подписку. На других. Файтпасс-то покупают, но... И тем более цена другая здесь. Да. Тут вопрос не в этом вообще. Просто еще минус в том, что у Анкалаева были шансы, типа, подраться, А например. он же в курсе за это все. Да. Я тебе больше То есть скажу. он сам этого не хочет, Слушай, наверное. вот была история... Это из-за чего? Он сам не уверен в победе или как? Брат, Нет. и Анкалаев сильный боец, профессиональный боец. Он не медийщик, он не пиарщик. Он не хочет разговаривать. На самом деле, если бы команда потрудилась бы рядом с ним, можно было бы создать. Ну, если честно, и были такие бойцы. Были Кто, такие например? бойцы. Я просто честно, вот, мне, знаешь, кажется, все равно, если... Шавкат. Брат. Нет, Вот, да. Не-не-не, прекрати. Шавката Шавкат вообще молчаливый был. Он в последнее время Ну, только это начал неправда, что-то говорить. Неправда. Я Шавката записывал еще на М1, и у нас было прикольное интервью большое. Он кричал, да, он кричал. Он всегда кричал. Он после, в какой-то момент, когда он уже попал в UFC... Это тоже Да нет, Шавкат прикольный. И у него Не, просто- Шавкат, сейчас вот посмотри, как он был в М1, сейчас у него уже вот это вот папаха, он уже с этой Санкой общается, а-ля Сам ты улю. папаха, ты чё, братан? Ну не папаха, ну вот как, короче, Малахай даже. я знаю. кепочка. Тмак, Окей. тмак. Не знаю. Просто вот была показательная история. Сейчас же в Саудовскую Аравию привезли Анкалаева. Я к нему подхожу, говорю, давай запишем, сейчас же как раз будет скоро. Он говорит, брат, не хочу записывать. Вот и как бы ты такой думаешь, Вот почему? Вот как ты думаешь? Может быть, он не уверен сам в себе? Нет, Нет, ты скажи, он точно. $1 000 000 заплачу. ну, Может, он не уверен? Может, это просто кажется, что что-то, а вот это он не делает, потому что он не уверен в своих силах. нет, Сул, он 100%, он как раз-таки знает, что он разнесет. А он хочет этого? Он не хочет разговаривать. А хочет он, чтобы выйти за Конечно, чемпионский? хочет. А что для него важнее? Чемпионский пояс или вот Он не что-то? хочет разговаривать. Ну, тогда Они же говорят постоянно, типа, пусть UFC по нашим правилам играют. Им предлагали же выйти в Бразилии Анкалаеву, они сказали, мы не пойдем в Бразилию. Он отказался Да. драться в Бразилии с Да. ним? Они говорят, пусть Блин. будет в Саудовской Аравии, типа. Но Они просто это тоже- Дана Уайт вообще Не, вот эту просто логику вообще забил не на пойму. Федора Емельяненко. Не Просто, забил? Нет, они же не забил. договорились. Сула к тому говорит, что он не захотел, ну, решил в итоге не подписывать его, хотя... Да, деньгами мог поставить. но тут Анкалаев, господи. Да, две разные величины, просто У величины Дана разные. Уайта не получилось, я тебе скажу. Не, пускай, то что, Он ну, до я сих имею в пор виду... об этом говорит, с сожалением. Но я думаю, то, что вот это Сомневаюсь, вот что боль Да, Федор, от сожаления... я тебе и- отвечаю, ты что? Там такой бой бы мог быть. Он- UFC. Когда Федя был, Федор это легенда, это просто... Нет, там легенда. просто весь мир Самая смотрел. настоящая. Просто Дана, он все-таки про бизнес, он действительно не собирается делать так, чтобы его продавливали. То есть единственный, мне кажется, человек, на которого он идет уступки, это там Конор Макгрегор. Да, Конор да, ну Уит. надо быть Конором Макгрегором. Хабиб, Ну да, ну прям чтобы... Ну, что ты не помнишь, когда Хабибу они сказали, мы сейчас исключим Зубой Рутухугу? Что он сказал? Тогда меня тоже исключайте. Но к этому моменту, брат, Хабиб уже стал Хабибом, когда начал действительно по правилам UFC двигаться. Ну, да, тоже согласен. Без его правил UFC, что у него там было? Какие-то непонятные бои, да, он побеждал. И когда он зацепился с Конором, иди сюда, у него, как говорится, из рога изобилия все и потекло. Конечно, это нужно было, наверное. и вот когда будет бой, если он будет с Анкалаевым, то не будет у них такого типа дуэли взглядов, такой не будет в клетке. Значит, не будет боя. Вот, ну непонятно. Почему? Ну потому что не будет Анкалаев так Ну, делать. скажи про Хаска. Он пипец крутой, Да. медийный? Да. Он же такой, ну, как У него персонаж история, интересный. Он там с шаолинским монахом типа самурай, тренирует. самурай, Да, да. самурай там. Ну, в Чехии еще и как бы аудитория такая, она платящая. Подожди, ты Он говоришь, уже еще Анкалаев это предыдущую вот схватку выиграл спортивный, да? нокаутом, да, если не ошибаюсь? С кем он предыдущий дрался? Кто? Ты про кого говоришь? Про Хаска. Он дрался с Ракичем. И он же выиграл, да, по-моему, нокаутом же выиграл. Нокаутом. То есть он такой зрелищный чувачок. Он всегда зарубает. UFC 300, кажется, было. Не, он мне очень понравился. Как он вышел, елки-палки. Вышел, встал. Вот вторую схватку с ним посмотрел бы еще. С кем-нибудь. Третью. Ну, я имею в виду... С кем? С Перейра? Следующий поединок. С Перейра? Ну, Перейра про допустим. Хаску. Не, Не, я бы не смотрел не уже знаю. все. Все это, он Нет, 2 раза его другой нокаутировал. поединок его. Его? Да, Нет, конечно. Вот это вот. Я самое ради прикольное. чего Есть посмотрел, история. знаешь? Ради выхода. Он так вышел классно, елки-палки. Да они оба прикольные, то есть у них есть образ какой-то. Вот говорю, при всей там моей любви. Переходим
переходим, давайте. Подожди, Мы все рассказали. Второй кто был? Получается, Анкалаев это чисто спортивный интерес, а не спортивный, второй, медийный. это для них важно сейчас для UFC сделать, например, своего тройного чемпиона. Ван есть тройной чемпион. Они могут его перевести сейчас в тяжелый вес, и, в принципе, Перейра, который весит в бою 112 килограммов, он может спокойно еще чуть набрать массы и там нокаутировать чемпиона в тяжелом весе, он сможет это сделать. Очень долго ждать. Прям это... Есть так там вот Том это Аспинал. самое. Ну и все. Просто следующий бой. А что ты говоришь, долго ждать? Бистер Блейдс, Аспин. Они могут на следующий... Если Перейра будет готов, они на следующей неделе замутят. Не, там, в принципе, Джон Джонс, они прям ждут с Миочичем. Или, кстати, сделать Джонс Перейра, то есть тоже они это... А вообще, Вот, ты что, Джонс Перейра было бы какой Миочич, когда Перейра стоит? Там уже Миочич роль не играет. Джонс, да, а Миочич точно роль не играет. Ну, не знаю, Миочич легенда. Чисто вот реально? опять же по спортивной части. Не, в плане единственный чемпион, который защитил 3 раза пояс Ну, свой. в плане чего? В плане, допустим, если сравнивать там Перейра... Ну, вот сейчас, да. Сейчас, ну, конечно, Перейра больше денег принесет. Вот я скажу, какой соперник есть для Перейра. Вахитов. Вообще, мне кажется, переход Вахитова в ММА, не кажется, я дословно как бы точно, наверное, думаю так, что он для этого и произошел. Менеджеры Вахитова, я как понял, они договариваются об этом бою в Америке, и сейчас он какой-то сейчас находится в Америке как рекорд раз. набивают. Не набивают, а делают как бы. Это... Сейчас все из Кика, кто выиграл Перейру, заходят в UFC, там еще один в контендере Да. дерется. И Короче, все проигрывают. хотят, короче. Да. Но Перейра Да. монстр. Перейра монстр. Или, нифига если подобного. сейчас Ни у Адесanya кого не выигрывает, получится. поднимается в весе. Ну, я думаю, что он не захочет 93. Адесanya. Ну, как бы тоже как из вариантов. они 84 дрались, да? Два раза 84 не дрались. Офигенно. Сейчас, если сейчас же Адесanya будет драться за титул, 84. если он сейчас пройдет, или даже если даже не пройдет, даже если не выиграет, у него есть вариант подняться. Адесanya смысла нет с ним драться уже, все. Он один раз ему проиграл, второй раз он его усыпил, и все. Да, опять же, тоже, знаешь, вот это смысл, типа, UFC скажут, они будут, просто если они поймут, что в этом есть какой-то... Да, деньги бабки. есть в этом, да. Ну, Просто как будто бы вот... допустим, я вот посмотрел, как Перейра отреагировал на проигрыш Адесanya. Он так, безболезненно. А как отреагировал Адесanya на проигрыш от Перейра? Очень болезненно. И ему важно было его доказать. И он когда доказал, это очень так эмоционально для него было. Скорее всего, в следующую рубку, понимая, что в другой весовой категории, в опасной весовой категории, чуть сложновато. А что ты имеешь в виду под тройным чемпионом? 84-93 свыше? Мохнаткин так? Малыхин. Малыхин так, да? Просто Ван же плавающий вес. Ага. Ван есть, типа... Всё. Там полутяжелый вес, это не совсем полутяжелый Да, вес, да. тяжелый вес. Там их супертяжелый, он как бы в супертяжелом, в тяжелом и в полутяжелом. Типа вот так вот. Ну, просто Малыхин Ты что думаешь, одновременно держит. UFC захочет повторить эту историю? Ну, в принципе, как будто это какое-то достижение. Типа тройной чемпион, что это тоже какая-то вау. Новая история. В рейтинге лучших из лучших паунд-то-паунд этот Перейра Ислам какой Махачев. стоит? На первом месте Ислам Махачев, Перейра, по-моему, 4-й или 3-й. Да, что такое? Второй Джонс. Странно, да, что его не поднимают, да? Не, почему? Ну, просто у него же тоже было поражение там от... Не, я к чему Адесanya. говорю, что, скорее всего, люди понимают, и в целом ребята, которые формируют этот рейтинг, тоже понимают, Просто, да, поставив что его на первое место... борьба все-таки у Перейры борьбы нету. И если это будет не кикбоксинг, грубо говоря, Да и поставив его на первое место, потом действительно его победит какой-то человек, который вообще там не в рейтинге, Да. и при все скажут, типа, а что у вас с рейтингом? знаешь, это мне напоминает историю Энгана, когда он... Кто его переиграл? Миочич переиграл? Миочич, да. Миочич переиграл, помню, да. Он и Виласкаса ушатал, и Вердума ушатал, да? Всех, кого там не лень, там... Алистара Верима, кажется, уронил, да? Да. Даже много кого Энгана уронил, и потом Миочич вышел и переиграл его, просто переиграл. И там борьба, кажется, тоже была, Ну, да? он проходил ногу, да, ему постоянно. Ребята, про UFC, я думаю, все. Или что-то есть? Усула, у тебя такой вид, что-то хочешь сказать? Я вообще вот в этот раз А что, кстати, с Сулой согласен. что-то не то? Полностью согласен. Ты сегодня какой-то неразговорчивый вообще. Я... Почему? Нормально? Да у вас идет диалог, я думаю, ладно, не буду мешать. Иногда свои 5 копеек вставляю. А вот про носовую историю видел? Про насвай видел. Да, ну, а эта девочка хорошая, да? Что-то это мексиканочка. Про Снирс видел, да, вот эта девочка хорошая. Вообще грамотная. Я на Это, нее получается, подписан. продукт, который тоже UFC продает, Вообще что ли? просто. Или что? Нет, просто это... Просто снюс. Диана Сула, такая сула. вообще. На самом деле, я был... Да ладно, не, ну вот это вот... Ну, а она... ты старый уже. Ну, да, ты же понял, да, про кого я говорю? Нина Драма. Вообще просто фантастика. Я в шоке с того, что Фантастика. огромное количество бойцов, я прямо и сам знаю,
Вот это закидывают под губу себе. Бойцов UFC? Это, знаешь, и да, UFC, и не UFC. Просто в Англии это большая проблема футболистов. Им закрутили... Запретить надо, да. Им Да, больше- ребята, я вот одну вещь хочу сказать, особенно молодежи. Не повторяйте этих ошибок. Почему? Вот один вчера грамотный... Принимайте героин. Да. Не, ну тоже правильно. Тоже Иначе правильно. вырежут Не-не, желудок. он сказал одну вещь, на комментарии написал, говорит, вот так, говорит, 15 лет тому назад мне дали попробовать, говорит, на свай, и после этого 15 лет без передыха я кидаю на свай, говорит. Очень вредная, беспонтовая, плохая вещь. Снюс еще он какой-то еще такой, да? тоже. Зачем Это ты говоришь, табак. Да, ну, как бы, короче, очень вредная вещь. Никто там... Не начинайте. Почему? Потому что бросить всегда тяжелее, чем начать. Лучше к этому не подходить, потому что это вред вообще... Рак губы от этого. Да, рак губы, там столько всего портится в организме, печень, там почки, желудок. Так что вообще не лезьте. Да и нас вообще какашки, как его можно Ну да. закидывать под губу? Ты не пробовал, да? Не Меня пробовал. аж затошнило, А? отвечаю. Не пробовал никогда? Я в лагере один раз был, мне дали 3 Я штучки. в детстве попробовал. И я чуть потом не жестко умер. проблевался. Я чуть не умер. А это у всех Да. так в Я первый думал, раз. сейчас Сула У достанет. всех так первый раз. Да? Я после этого такой, нет, вот это фигня. Короче, ребята, давайте перейдем к Назде, потому что на следующей неделе, 6 числа, на арене Rixos Water World Octave пройдет очередной наш ивент, где будут не один, не два, а три пояса. 3 пояса. Это Улджас Абзалиев Гамач, Дастан Амангелиев Абу и Диас Ерингаипов Булат Низаманбеков Зайсанским тигром. Сула, Шиштова. Да. Кстати, Сула, он обещал тебя Сула, побрить. ты на замену выйдешь, если Алджас снимется? Выйду. Нет, ты там А побриться. почему вообще Гамач на тебя напал? Смотри, Сула сидит здесь и говорит, мы на казахском подкаст записывали, он говорит, я говорю, насколько опасный Гамач. Ну, помню, за прошлые заслуги его вспоминаем. Я говорил про то, что он в прошлом бою вышел без подготовки с Айбулатом. Я это знаю. Там неделю-две, никакой 2, там 5 дней он попрыгал и пришел. И такой бой закатил. Не в плане то, что он выиграл, а в плане того, что он расчетливо дрался очень хорошо, тактично. И где-то во 2-м раунде задушил, да? Во 2-м раунде или в 3-м раунде он не уставал. То есть и довел свой прием до финиша. Там телефончик, кажется, был, да? Не помню. По-моему, гильотином. Через руку задушил. Я помню, да, телефончик. Не гильотина, он с рукой вместе, вот это, я не знаю, телефончик называется. Когда руку, по-моему, голову это на зажал, челюсть. и сбоку... Просто треугольник руками. Да. Треугольник руками. Забежал в бок, и он задушил. Теперь какая ситуация? Я говорю, он сейчас полный лагерь прошел. Уже на протяжении нескольких месяцев тренируется в Бразилии. Сейчас приехал в Дагестане, пашет. Не в плохой форме, очень хороший. И подходит к своему бою. Сула говорит, я вообще не вижу, что он что-то может сделать Абзалиеву. Я тебе, говорит, отвечаю, если Абзалиев проиграет, меня там можете на лысина побрить. На что Гамач берет лезвие и записывает видео. Шистова, Не, видео я видел. я просто тебя не знал. побрею. Шистова. Видео Кто его русскому языку интересно научил? В Махачкале кстати, сейчас. Да, в Дагестане неплохо довольно. Там Он давно, прям, уже лет. Наоборот, я имею в виду, кто его там русскому такому научил. Сула, а что, серьезно, если так получится, ты готов прическу свою? Мы уже машинку взяли? Братан, мужик сказал, мужик сделал. Он сказал, Не сомневайся ни в одном моем слове. Всё. Кроме тех, которые я тебе скажу, Ты сомневайся. как думаешь, вообще есть шансы Сулу увидеть лысым? Ну, вообще, я, знаешь... не, если про бой говорить... Не, Да, я пробой. Конечно, при всем уважении к Гамачу я болею за Улджаса, да? Это это однозначно. То Но есть- если он выиграет, да хотя бы как-то, да, Нет. будет, да, такой же. Нет, я к чему говорю, брат, я не говорю, что если это 50, базара нет. Тут в их противостоянии можно сказать 45/55, да? Абзалиев помоложе чуть-чуть, и функция... какой помоложе? Они даже приблизительно одного возраста. Но Абзалиев может быть чуть в форме лучше. И при этом, при всем, есть риск, что что-то пойдет не так, он сделает свое. У него очень хороший бой с Гусейновым был. Он Александра Емельяненко выиграл. Человек с очень крутым багажом и желанием подраться. Он То проиграет. есть это, скорее всего, последний бой в его карьере, и он все выложит. Теперь, представляешь... За глаза или за что? А? Почему последний бой? Нет, не знаю, что-то хочет, уже дальше не хочет драться. Теперь, представляешь, произошло так, что выиграл Гамач. И мы здесь на подкасте без Дидара
Если Дидар хочет на этом подкасте присутствовать, он должен побриться. Мы троем лысые Почему сидим. Дидар? Мы, Сула, ты и я, мы лысые сидим. Я в кепке буду, можно? Нет. Если ты захочешь, ты должен будешь Ты побриться. понимаешь, что они нас потом в другом случае могут отправить в Турцию? Кто? Они. Почему? На пересадку. Мы же будем с волосами. Ну проблем нет. Не, Джигитеры, просто если пари мы ходить будем можем. лысые, мы будем лысые не потому, что вы, вот это не по той же причине, как и у вас. Мы просто побрили голову. Я вообще не комплексую, брат. Меня вообще даже это как бы... Меня тоже. Я тебе... Ну, а при чем тогда Турция? У нас отрастут, нам зачем ехать куда-то в Турцию? А вам надо будет в Турцию? Веком, да. Да. Эбасе. Вам только Турция только поможет. Я, брат, По-другому я никак. в детстве, брат, когда смотрел на братьев с Жанаузени, вот всех борцов, их гайкобасами назвали Жанаузени, я вот так на них смотрел и мечтал такую прическу, а там все были лысые, вот такая же. Я помню тебя еще с волосами на руке. Были моменты. Офигеть. Кстати, Были тебе прям хорошо так. Я недавно... Я мне- видел фотографии. С волосами типа не канал. Недавно мне один подходит и говорит: братан, ну что ты, говорит, в Турцию, в пересадка, там, туда-сюда. Я на него так посмотрел, я говорю, ты серьезно мне так говоришь? Он говорит, да. Я говорю, ты представляешь, говорю, я сейчас поеду пересадку в Турции волос и приду с волосами на работу. Ну, когда-то, да, там через полгода. Тебя даже не пропустят же на этом контроле. Да. И никто не узнает. Меня обратно на паспортном столе не пропустят. Мне скажут, ты же был с волос без волос. Всю жизнь ходил без волос. Просто у тебя вот, я видел твои фотки молодые, не обижайся, но тебе реально так вот прям хорошо. А я когда был Да. с волосами, я Ну, очень... ты кучерявый был. Да. Ты кучерявый был. Я просто к чему говорю? Я знаю много людей, которые комплексуют по этому поводу. Очень сильно. Мужчины. Я ноль. Я вообще... кто-то меня хочет задеть, кто-то что-то сказать. Я ноль. Мне как бы для меня это уже, как сказать, это уже лет 10-15 идет, и я как бы все уже полностью... Не скажу, что... Я даже когда они выпадали, я даже не переживал. То есть То же самое. для меня это нормально. Я, главное, успел жениться вовремя, и все. Ну да. Теперь Я тоже же, когда женился, кажется, с волосами был. я тоже. У меня уже там, Не, тогда, знаешь, тот период у нас как было? Мы периодически ходили лысые, обратно с волосами, периодически лысые. Вот мулык, допустим, вот с такой шевелюрой ходит, да, друг мой, да, вот судья, главный судья, он всю дорогу лысый ходил, и сейчас вот последние 5 лет начал волосы отращивать. Сула, заметили, как вас примерно потихоньку готовят к тому, что вы будете лысым? Я заметил это, я заметил. Дастан Амангельдиев Абу не хотел это говорить, но скажу. Вот Миша попросил подкаст заснять, но почему-то он говорит, что Дастан супер А вот Дастан скучный. похож, кстати, на Анкалаева, будем честными. У меня с ним есть несколько интервью, Да. из него что-то вытянуть сложно. И Вообще не разговаривает. Не, он знаешь, разговаривает. Миша, я сейчас это говорю не для того, чтобы тебя подколоть. Я это говорю... Прям Стоп. нереальное самое. Не Я говорил. это говорю для этих бойцов. То есть, реально, они же, многие из них обижаются, гонорар просят, там еще что-то. Но, как бы к себе внимание просят. Но почему-то как бы не стараются вообще продать свой бой. Не стараются и все. Вот знаешь, как бы, я, помните, говорил про Утара, да, здесь сидел? Да. Тебя не было, да? Про Утара. Когда мы там устроили На казахском было. бой, он стоит там в каком-то поединке, я говорю пацанам, обязательно посадите его там на пресс-конференцию. Его сажают на я помню. пресс-конференцию, Да. этот задает вопрос, и он что говорит? Бой покажет. Не, бой такой с тем, говорит. И все, вот, знаешь, как бы даже так, он даже там не проговорил, он просто говорит, не задавайте мне вопросы. Ты зачем здесь сидишь? Как это любит говорить Вася? Серьезно, ты зачем сюда вышел? Тебя же вышли, чтобы тебя раскачать. Ты не можешь на один вопрос ответить. Это раз. Во-вторых, через ровно месяц он мне пишет в сторис, говорит, Нурбек ага, дайте мне бой. Как я ему бой дам? Зачем? Конечно, хочется пацана поддержать, да, там. А он тем еще более... же проиграл потом, да? Да, проиграл. Ладно, проиграл. Теперь же он хочет восстановиться. Но при этом он не хочет продавать, он хочет, чтобы мы ему дали подраться. Теперь всем ребятам хочу сказать, которые хотят подраться. Когда спарринг-дни в Дартиме? Когда-то там в календаре есть спарринг-дни в Дартиме. Я где-то подозреваю, что это... Пятница, конец Пятница, там, 2024 год. да, Точно. в таком дне. Вот туда приходите, подеритесь, одевайте перчатки, шингарки, там, договоритесь с тренерами, и вот мы можем поснимать этот контент там бесплатно, не тратя 100 миллионов тенге на турнир, и где ты там помолчишь и уйдешь. Надо стараться, пацаны. Это все делается для вас, но вы не хотите делать для нас и для себя. Чтобы вас хотели иметь в карде, чтобы вас хотели звать, чтобы вы были желанными гостями, надо трудиться. Еңбек ету керек, жасау керек. Я скажу, Нурбек, Вчера я на секунду. с этим разговаривал, как с Алибишкой. Я говорю, ты сколько постов в день делаешь? Не, братан, какой в день, говорит, там когда-то сделал. Но при этом, при всем он активный. Я так, прикинь, гипотетически просто посчитал, в целом бойцы делают в месяц один пост.
Ты знаешь, сколько я постов в день делаю? Сколько ты делаешь? 5. Ты 5 постов. сторис? Нет, Или 5 прям постов. пост делаешь? 5 постов в день. У меня контент-план 5 постов в день. Братан, я сам делаю это. В смысле, в Инстаграме прям? Инстаграм. Это ты считаешь... 5 постов в день. Эти сторисы? Слушай, Сторисы ну, у меня могут до 5... 15, до 10. Вот смотри, день, да? У Вот меня эти. немножко другое, у меня Я совсем просто для бойцов другое. это говорю. Вот смотри, вот день вчера, да? Вот вчера мой пост начался с боя этого Ян Гэри. Ага, вот это Reels, да, Вот у тебя смотри, пошел. вот здесь написано 1 день назад. Вот второй пост. Я сразу сделал фотографию через 2... Я абсолютно не Каждые сомневаюсь. 3 часа. Вот третий пост. Слушай, Четвертый это пост. немного это, а? Это нужно. Это нужно так делать. Если ты хочешь... Вот, допустим, в профессиональной панели у тебя сколько в Инстаграме охват? Охват. Ну, вот скажи, Где мой примерно. телефон вообще? Ты без телефона пришел, братан? Не-не, В автобусе. Ага. Сколько? Ну, давай посмотрим. Давай. Господи, что это самое? Вот, я не знаю, где здесь надо смотреть. Я не знаю просто. Да. У него кнопочный до этого был. Не-не, у него вот профессиональная панель. Написано же профессиональная панель. Так. Сколько охватов? Не буду говорить, чтобы Почему? тебя Скажи. чтобы не позорить. Но, Да ладно, скажи, но ничего при этом, при страшного. всем, 102 тысячи, брат. Это нормально? Сколько постов в день делаешь? 1 рилс в день. Ну вот, из-за этого у тебя это такая ситуация. Если ты бы делал 5, Ага. у тебя 500 тысяч было бы. Ага. Сказать у меня сколько? Сколько? В пике 4,6 миллионов. В будние дни, как ты вот так живешь, это 100 тысяч. Миллион. Не 100 тысяч, миллион. Миллион в будние дни, 1 200 000, 1,5 миллиона. А в пике 4,6, 5 миллионов. И это потому, что 5 постов в день. Я сейчас бойцам говорю, вы сколько постов в день делаете? Они говорят, неделю 1 раз, там, месяц 1 раз. Слушай, ну ты меня прям конкретно пристыдил. У меня, правда, контент-план 1 рилс в день. Утром у меня он выходит, каждое Брат, утро. Конечно, нет, конечно, так не пойдет. Также брат. я без контент-плана, пойдет, который Так не живу. пойдет. Так не пойдет, брат, ты что? Если ты хочешь увеличить профессиональные охваты, конечно, надо Ну, я больше. типа увеличил. Ты увеличил? Да. 100 тысяч? Брат, я У моей дочки больше, брат. Брат, У нас я садятся увеличил. камеры. Да, Я хочу, садятся что важно камеры. сказать. Смотрите, есть действительно такой путь делать 5 постов в день. Есть второй путь. Это заявиться к нам на реалити. Потому что сейчас уже больше 1000 заявок пришло. Я чуть эмоционально так рассказал, но для чего? Потому что мне очень жалко некоторых бойцов, которые реально очень сильные, как Анкалаев в будущем, там наши бойцы, но молчат сегодня. И Брат, они все в курсе. Они за все в курсе, и вообще не надо жалеть никого. тут вопрос дисциплины. Просто если... Вот сейчас Алибишки, я сказал, посмотрим по Алиби. Если он будет день 3 поста делать, пока сейчас начнет с 3 постов, я больше чем уверен, что Алиби, там 50 тысяч его прирастут в Инстаграме. К концу года 100 тысяч. Я почему-то больше чем уверен, что он не будет делать 3 поста в день. Мне кажется, он будет. Будет? Не, если Потому он в что Америку Алиби, полетит, то вот да. именно Алиби, допустим, из всех этих бойцов взять, он очень дисциплинированный. Почему как бы вот у меня к нему отношение лично у меня не как президента, не как там участника этой индустрии, просто как человека. Он очень трудолюбивый. Да, просто нам уже несколько раз говорят, что она заканчивается. Не-не, мы еще на полчаса продлим. Будем еще? Да. Камера просто... Продлеваем. Продлеваем. На телефон снимайте, ставьте телефоны. Я к чему говорю? Во-первых, мы просто хотели еще много тем обсудить. Да. Мы хотели обсудить еще победу Артема Резникова, но он придет к тебе завтра на Это вторая Карабала-шоу. серия. Да, он придет к тебе завтра на У Карабала-шоу. меня есть время завтра на Карабашоу? Вот, про это важно проговорить. Во-вторых, у нас есть реалити-шоу. У нас уже больше 1000 заявок, нам надо еще больше. Если вы хотите действительно как-то продвинуться медийно, Сколько, это нужно сколько делать. заявок? 2000 Больше стало? 1000. 1000. Тысяч. Больше Больше тысяч. 1000. Больше тысяч. Больше 1000 заявок. Присылайте, мы все еще их рассматриваем. Вот смотри, на русском языке 900, да? А на казахском языке 300. 367. 300. 300. Вот. Каждую неделю мы здесь. В следующий раз мы зарядим камеру, чтобы... Это о чем говорит? было Российских и зарубежных очень много. Молодцы. Зарядим камеры в следующий раз. А это прям международная тема, не пока Международные, там, Зарядим братан, камеры. с Осетии, с Нифига. Кабардино-Балкарии, Узбекистан, Кыргызстан. А какие там, ты скажи, что там за правила-то? У нас будет еще выпуск, я хотел просто про это сказать, не успел. Вы расскажете смотреть. подробно? Потому что я завтра уезжаю уже ночью. А вы подробно расскажете. Мы будем про это. отсматривать заявки. Обязательно. Хотели с обязательно. тобой, если Я вам доверяю эту тему, я онлайн могу подключиться. Ты если завтра что. летишь, да? Туда, в Актау? Иншалла. Я 4-го иншалла буду, Молодец. ночью. Да, много всего будет на канале YouTube Найза. У нас скоро турнир, не забывайте о нем. 3 чемпионских боя. Приезжайте в Актау, будет интересно и жарко. Там точно будет жарко, не только из-за боев, там просто жарко. Также в середине июля подерутся Донченко и Ханыбек за пояс. Вот это крутейший будет тоже, скажи. В записи.
Да, будет классно бой. Ну, не надо было говорить. Ну, ладно. Можно обратно? Донти, а когда, в смысле, съемка... Нет, турнир пройдет... Ну, потом я тебе объясню. А Это секрет. чтобы локацию не палить, чтобы люди не собирались, потому что без людей хотим отснять. Только твои эмоции хотим видеть. Но при этом турнир... Надо распродать, мне надо все свои, чувствуете, да? Расчески, Да, фен, да. что там еще всякого рода там лак. Шампуни. Ладно, Нет. все, Миша. Да, друзья, всем спасибо, всем пока. Вернемся к вам Башларыңызға через рахмет неделю. көп. Смотрите наши турниры, все наши соцсети. Подписка, лайк, дизлайк, комментарий міндетті түрде жасап қойыңызшы. Егер осы видеоны, допустим, жазылғандардың арасында 1-2 мың адам барса, соның одан бір 90-80 пайызы 12 мың, 20 мың адам ол жазылмағандар қарайды. Сондықтан сіздер сұрайтынымыз міндетті түрде жазылып қойыңыз. Подпишитесь, вам ничего не стоит, а для нас очень большая помощь и приятно. Что смотришь без подписки? Заеб... Да? Всем рахмет.